Великая Отечественная освободительная война СССР против нацистской Германии и ее союзников началась 22 июня 1941 года. Она стала важнейшей и решающей частью Второй мировой. Ровно 84 года назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам. К этому времени нацисты поработили многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. 1418 дней и ночей. За эти дни СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Ингушский народ потерял на полях сражений 6,5 тысяч сыновей. Наши земляки воевали практически на всех фронтах. В памяти народа навсегда останется героическая защита Брестской крепости. Наши соотечественники были в числе тех, кто героически сражался под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, участвовал в штурме Берлина. Тысячи ингушей не вернулись с фронта, покрыв свои имена славой. Многие из них были удостоены самых высоких боевых наград. Нас никогда не побеждали, не победят. Поэтому я желаю процветания нашей большой родине, Россия. Для ингушей эта дата вдвойне скорбная. 21 год назад, ночь на 22 июня 2004 года, на Ингушетию напала банда Шамиля Басаева. Тогда погибли около 100 человек, больше сотни были ранены. Автоматные очереди и выстрелы из гранатометов не смолкали до рассвета. Душевные раны людей, оставшихся в один миг без своих родных и близких, кровоточат до сих пор. В день памяти и скорби во всех уголках страны отдают дань уважения героям, которые подарили нам мирную жизнь. Ежегодно сотни жителей республики вспоминают погибших на мемориале памяти и славы. В память о павших воинах на мемориале ежегодно проходит минута молчания. Адам Мережков, Магаз 24.